Всем большой привет! Мы с Романом опять на льду Печоры, и погодка сегодня у нас просто прелесть. Весенняя солнечная погодка, но самое главное, нет дождя. Да, дует ветер, но это ни о чем. Ромка сразу же начал отдалбливать замерзшие лунки. В первую очередь мы проверим наши продольники, что мы ставили. Проверим наши палочки с крючками на мальков. И проверим наши продольники, насаженные червями с мелкими крючками, в надежде на белую рыбу. Но как показала последняя рыбалка, мы попали на ершовое место. Ну, ерш тоже рыба, ничего страшного. Небольшие потери, пока везли куда-то. Пимпочка от удочки вылетела. Искал, везде искал, не нашел. Так, ну что, Ромка уже приготовил несколько луночек. Приступаем. Приступаем к проверке. Весной обычно налим у нас не ловится. Это не осень, это не зима, но все-таки вдруг как бы не теряем надежды. И каждой бутылочке с мальками у нас поводок с крючками вон. А вдруг? И в этом друге кто-то у нас был. Нет, запутал вот так вот, все запутал. Тут у нас получается два малька было, один червяк. Червя сажали, мальков никто не трогал. Все. Берем запас мальков. Хватит. И начинаем проверку наших продольников. Дай бог что-нибудь да поймаем. Так, ну а здесь уже есть надежда. Как минимум ерши точно влетели. А где ерш, там может быть и налим. По крайней мере. А нет, тут просто на мальков. Тут простой продольник, да. Не-не-не, никого здесь нет. Никого здесь нет. Но кто-то был, одного малька свистнули. Кто-то приходил. Может быть, это язь. Может быть, это хариус. Кто угодно мог свистнуть малька. Возможно, даже он сидел на крючке и убежал. Ветер уже дует пятый день, наверное, подряд. Погода меняется. Может быть, еще из-за этого плохо клюет. Здесь тоже никого. Здесь тоже никого. Не густо, скажем так. И здесь нету ничего. Все, нету налима. Налим-то ладно, я и знал, что его сейчас не будет. Язя хариуса тоже мы не видим пока. И здесь никого. И здесь никого. Пусто. Нет налима. Так, ну что. Все удочки пустые. Только на вставной здесь один ерш. И одной вставной удочки нет. Все-таки у нас кто-то утащил ее. Но это может быть... Да любой мог. Она же не плавает. И язь мог утащить, и... Она сама по своим весам, может, угол был неправильно у меня сделан. Не, сама не утонет она. Сейчас посмотрим в камеру. Навряд ли там, конечно, мы что-то увидим. Но попробуем посмотреть, что там. Может, что-то найдем интересное. О, что она включенная-то у нас?
Даже не выключал, получается. Весело. Снимаем. Блин, отражает, очень плохо видно. Я не вижу вообще ничего. Не знаю, что видно там. Что-нибудь видишь? Нет? Я, допустим, только отражение. Ну-ка в темноте дает. Закрою так. Вообще не попадало ничего. Снег отражает, пипец. Так, все. Сейчас надежда, если она запутается только куда-то. Хрен она куда запутается. Что-то здесь было, значит. Было и уплыло. Дно у нас здесь песчаные. Удочки рядом здесь не видать. Плавает теперь или налим, или язь, или хариус с нашей вставной удочкой. Ну и ладно. Выключаем. Может быть, куда-нибудь да запутается еще. Ха-ха-ха. Так, рыбалка рыбалкой, а у нас короткий перекус. Подогрели супчик, яичница, гуляш, чайковский. Ставим продольники на мелкие крючки на червя. Посмотрим. Пробные штук 10-15 поставим. А там будет видно. Если будет ловиться, добавим. Нет, переставим или снимем. В общем, пока так. Потому что пробовали на удочку, не берет. Ну, только-только начал шевелиться или пока еще не шевелится, хрен его знает. В общем, перекусим, посмотрим. Штук 5-6 продольников уже установил, так что вечерком будем проверять вместе. О, рыбацкий подоспел. Я только за. Ты что там, морсик, да, налил бутылочку? Да. Ну-ка сейчас попробуем на вкус, как морсик. Морс пить полезно. Даже ягодки вот есть. Со стопок морс даже вкуснее идет. Заходит мягко. Да. Так, ну что Бог послал сегодня. Все фигня. Самое главное, мы на природе, на реке, на рыбалке. А сколько поймаем рыбы, это вообще не важно. Я уже вам не раз говорил, на речку мы ходим не за рыбой, а на рыбалку. Ну и без рыбы тоже не сидим. Как-то вот так. Правда, надо поймать, наловить немножко, пару ведер хотя бы язя, если будет ловиться. Банки есть, банки мне отправили. Надо наловить язя, чтобы сварить нашим ребятам консервы. Как-то вот так. Поймаем. Поймаем? Не вопрос. Главное ловить. Вопрос времени. Ну, будем стараться. Сидя на диване, точно рыба не клюет. Это точно. Ну что, приятного аппетита и покушаем. Как тупец. Подогрелся? Вкусняшка. Не дерг? А первый не отдолбил? Что, дергает что-то, да? Давай, тащи.
Не спеши, потихоньку, потихоньку. О, на нимфу взял, да? Да. Взял на нимфу вон. Нимфа сработала. Синенькая нимфа вот такая. А, и с червяком-то, да, цеплял? Вот такой подвязочек. И ёрш. Куда же нам без ершей? Так что счет открыт. Уже с уловом. А палки еще пустые? Палки, да, но там все на налема, ну и на малявок же были. Чуть больше сделай лунку, чтобы черпак пролез сразу сейчас, пока лески нет. Так, нормально. Нормально? Ну вот, начало есть. Дергает? Ты тоже на первый говорил, не дергает, там ерш сидит. В общем, на каждой удочке по ершу. Здесь, наверное, тоже. Ну-ка, достань. Вот я говорю, вот, видишь, здесь ерш. Здесь ерш. Так, закинь пока, чтобы не замерз запарыш, я потом насажу. Ну-ка, отойди. Здесь ерш. Тут с язем был ерш. На этой удочке ерш. Вот ерш глотает, и потом уже хорошая белая рыба уже не успевает. И вот на этой вон тоже ерш. Не, я ничего против ершей не имею. Я уже говорил, в соленом виде ерш с икрой весенний — это деликатес редкостный. Вон, а не с икрой, красота. Ну, надо почаще проверять. А налима, как мы видим, нет. Был бы налим, неужели бы он ерша не взял? По-любому бы взял. Налима нет. Не знаю, куда он пропадает. Что-то мужики говорили, после нереста он типа начинал ловиться. Может, у нас не на том месте стоят крючки. Так, ну а здесь уже, наверное, что-то будет интереснее. Будет не один ерш, а 3-4 ерша. Сейчас посмотрим. Ай, давай сига или хариус, уже что-нибудь такое. Так, сига, хариуса точно нет, но ерши есть. Запутали все капитально. Кажется, здесь тоже надо переставлять все. Ну ладно, разберемся. Вон один ерш. Вон второй ерш. Два ерша и два пустых крючка. Что-то было, но ушло. Так. Ну, здесь, наверное, точно белая рыбка есть. Натяжка есть. Ну, походу, это ершовая. Ершики, ершики. Сколько их? О, гирлянда целая вон. Раз, два, три. На этом продольнике 3 ерша. И все запутали, черти сопливые. А налима нет. Вот вы мне говорили, что надо наживлять на ерша, чтобы налим. Ну вот, сколько ершей. Неужели был бы налим, он бы прошел мимо этих ершей? Нет, конечно, нет. И налима, видим, ни на малька нет, ни на ерша нет. Время налима ушло. Так. Вот здесь нам даст. Продольник белую рыбку не даст. Белый не видать. Но ерши дергают. Как окаянные. Ох, епишкин кот.
Здесь двое. И путают, путают и путают. Их надо переставлять, наверное, отсюда. Течения здесь нету, хреново. Они так и будут путать, блин. Так. А здесь кроме ерши есть что-нибудь, нет? Ерши есть точно. Ёршики, ёршики. Ёршик раз. Ёршик два. Ёршик 3. Ну вот. Съели ёршики червей. И хоть 10 язей проплывало, 10 сигов, харюзов, ершей они не едят. А малька кто-то свистнул. Наверное, язь. Так. Опа, это что такое фигня? Что за фигня? А, я уже испугался. Крючок зацепился. Так, здесь у нас тоже куча ершей. Вот так вот. Раз. И все опять запутали. Здесь мелко, течение слабое. Ёрш путает. 2. И 3. Ну, белой рыбы нет, зато ершей наловим. Тоже неплохо, кстати. Все продольники проверил, вот 5 штук. Кроме ершей нифига. Рома один единственный продольник вытащил, и то поймал язя, говорит. В общем, дальше будешь там проверять все, если умеешь ловить. Одну удочку вытащил, язь. Одной продольник проверил, язь. А у меня только ерши, ерши, ерши. Этот один язь наделал у него больше, чем твои гирлянды ершей. Я не умею распутывать. Ну, оставляю как-нибудь, да. На что попал? На маленький крючок червя? На последний. На последний большой? С мальком? Не знаю, что там будет. Значит, малек был, значит, ну. Смотри, да, ни одного ерша вот видно. Мелко это где будет, переставим, наверное. Тут такая гирлянда постоянная будет, мне кажется. Течения нету, он крутит как хочет, течение хоть натягивает. Ну, второй ядь уже сегодня. Ой! Но на консерву надо их штук 40, чтобы на одну закладку было, не меньше. Так что трудись. Поехал к тем палкам. Будет там пробовать. Ну а я пройдусь по старым лункам. Вскрыли все. Попробую, может быть, что-нибудь доклюнет. Клюнул ёршик. Ерша одного вытащил уже вот здесь вот. И пока все. Белой рыбы или нет, или она не хочет кушать. Подводную камеру не достаю, потому что там все равно я ничего не увижу. Когда солнце бликует, на экране вообще ничего не видно. Сколько тут у нас лунок? Лунок 15, наверное, 20. Пройдусь и потихоньку буду идти к кромке. Так, у меня была поклевочка. Ну, походу мелкий. Тюкнул разик и все. Ой, еще тюкнул. О. Походу мелочь пузатая.
Был бы крупный, нормальный, сразу бы взял. Не хочет. Так, ну что, посмотрим, что у нас интересного на верхнем участке. Тут у нас были просто мальки, здесь никого нет. Здесь никого нет. А зимой были на первый лед. Зимой глубина была. Ну, сейчас, в принципе, тоже есть. Так, ну а здесь у нас уже насажено на червячков. Ой, ой, ой. Может что-то быть. А ты сразу или потом посмотрел через время? Сначала закинул, потом профилился на утку, порыбачил, ходил, отдолбил те палки, потом пришел, в камеру зашел. И не было ничего, да? У меня ёрш один есть тут. Ёрш Иваныч. Один. И все. Малька никто не ест. А зимой бы неужели так мальки были? Или в начале зимы? Давно бы уже на лимчик или язи висели бы. Мне тоже странно, А? Ясь-то куда пропал? Не знаю, все пропадает почему-то. Пока речка сейчас не пойдет, так и будет, наверное. Вторая палка. О, а здесь натяжка есть. Здесь что-то есть. Здесь что-то есть. Ух ты, хорошенькая. Тут ёрш. Ну, лим, что ли? У нас крючка нет, да? Я вижу, и там что-то еще идет. Второй язь. Третий язь. Третий ушел. С леской, наверное, да? 3 язя было. Янцикадан. 2 осталось, а 1 ушел. Натяжка такая мощная была, а такая же здесь рыбы нет. Вот они. Добавим пару продольников, вернее, на палки. Может, одалбливать. О, уже настроение поднялось, уже стимул есть. 3 язя на одном продольнике было. 1, правда, ушел, но значит, ему повезло больше. И 1 ёрш. 3 язя и 1 ёрш. А тянули так, как будто налим там сидит, блин. Вот Янцикадан. Так. Что-то вроде бы есть. Ничего. Показалось. Здесь тоже никого. Ну вот и последняя палка. Начало было замечательным, на одном продольнике 3 язя, а потом глушняк. Вот так вот. Получается, на середине рыбы нет. Рыба возле берега. Так что не там рыба, где глубже, а там, где и лучше. Здесь тоже пусто, но крючок обломан. Может быть, кто-то и был даже. Может быть, даже кто-то и был. Дальше пустота. Черви те целые. Ершей здесь точно нет. Ладно, посмотрим, что будет дальше.
Пока оставляем. Так. Решил проверить еще раз, дергает, не дергает. И что-то там есть. Что-то там у нас дергает. Это что-то похоже на хариуса. Да, да, друзья, это он. Вот и хариус. Молодец, продуктивная палочка. Молодец, что я проверил. Потому что зацепился слабо, он бы у меня сорвался. Вон, вот такой вот хариузец. 3 язе эта палка поймала уже. И вот, как мы видим, и ёрш еще, вот один ёрш. Ну вот, прошло где-то около 2 часов с момента проверки этой палки. И, как мы видим, уже сработало по новой Enskaden. Ромка уже успел наловить хариуса, пришел мне помогать. Что, много поймал? Один. Ершей-то много. На каждом крючке. Не на каждом крючке. Палки почти все пустые. На остальных удочках там как бы, да, 4 ерша, а на палках почти не было. Просто посмотри, дергает, не дергает. Если нет, так нафиг. Вытаскивай, натяжка зацепилась. Облет. Есть такое дело. Не дергает ничего. А? Ладно, кидай. Было бы что-то дергало. Здесь никого. Не густо, не густо. Ничего. Ночью попадут. Что, Роман, не весел? Почему это? Весел? Конечно. Просто устал. Ромка говорит, что на этой реке рыбы нет. Я ему в ответ говорю, что рыбы здесь много, просто она еще не ловится. Кто из нас прав, кто виноват, вернее, кто не прав, одному Богу известно. Ну, у каждого своя правда, потому что без рыбы мы не остались. Вот сегодняшний улов. Это 2 таких красавца хариуса и 4 язя. Потихоньку, еще и вон, и куча ершей. Где-то штук 20, наверное, 25 также, да? В общем, потихоньку рыба ловится. Конечно, это не весенний клев, супер клев, там, когда бац-бац. Не знаю, надо искать. Если найдем, где она обитает, может быть, половим. Что мы и делаем. Палки здесь, удочки здесь, палки здесь. В общем, в активном поиске, так сказать. В следующий раз по планам все-таки, наверное, сходить ниже по реке. Может быть, на тот берег перейти, где-то поискать. В общем, как я думаю, надо искать типа перекатов таких, что-то с камнями. Тут течение что-то слабовато. Даже мормышка средней тяжести спокойно находит дно. Все-таки, я так думаю, место более-менее сиговое, но мелко. Хариусу нужна глубина и течение. Глубина не обязательно, но течение камня точно, я так думаю. Вот. Как-то вот так. Когда приедем в следующий раз, пока не знаю. Но обязательно приедем. Вставные удочки оставили. Продольники оставили. Если что, отдолбим. Главное, чтобы сильного мороза не было. По прогнозу его не ожидается. Ну вот и все. Кому-то это, может быть, покажется неинтересным, такая рыбалка. Ну, если бы мы ловили с удочкой, мы бы и того не поймали, да? Что на удочку мы сегодня поймали? Один. Одного хариуса и все? Ну и на вставную еще язь.
на вставную, язи все, на вставные, в принципе, да. На вставную удочку, на палки, вот это получается. А чисто на удочку, если бы палок продольников не было, только одного язя и все. Так что ловим так, как ловится. Как говорится, самый эффективный метод. Все. Ну а теперь домой. Спасибо всем за внимание, всем пока. До новых встреч на канале Кумир Рыбак. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока.